Эта стоянка несколько месяцев назад стала пристанищем для икарусов, которые честно отработали свое и встали на заслуженный отдых. Новенькие венгерские маршрутки привезли в Коми в 1997-м. Большинство оставили в Сыктывкаре и выпустили на линию буквально перед Новым годом. И вот спустя 20 лет в столичном АТП признают, икарусы изжили себя в техническом плане. И в новом дачном сезоне на маршруты уже не выйдут. Впрочем, по дорогам города пока курсируют 4 таких маршрутки. За рулем одной из них водитель с 20-летним стажем Петр Мельниченко. Его железный конь ежедневно перевозит сотни людей на даче. К машине мужчина привык и, говорит, даже не знает, как с ней будет расставаться. Он выносливый, это раз. И как сделаешь его, так он и ездит хорошо. Ну, машина прекрасная. Конечно бы, если бы новые такие машины, это для нашего города очень хорошо. Сколько они проработали, и, ну, как и ребята все говорят, машины очень хорошие. К слову, управлять икарусом имеют право лишь водители со специальной категорией Е. В Сыктывкаре их раз-два и обчелся. Да и обучаться навыкам езды на гармошке сегодня можно лишь в крупных городах. Среди отдыхающих на этой площадке и знаменитый «Мерседес» с рисунком вечернего Сыктывкара. Его, кстати, многие тоже принимали за икарус. Почти 20 лет он ездил по 25-му маршруту в Максаковку и обратно. И только в этом году встал. Этот автобус, как исторический символ столицы, возможно, оставят во дворе предприятия в качестве музейного экспоната. А вот остальные машины сдадут. Отечественные по программе утилизации икарусы пойдут на металлолом. Заменят их Нефаза из резервного фонда предприятия. Если рассматривать сочлененный автобус, то у него вместимость была немного больше. А если брать, так скажем, короткий икарус обычно, то у него вместимость даже меньше, чем у Нефаза. Соответственно, нивелироваться это будет количеством транспортных средств. То есть там, где ходила гармошка в свое время, это в основном дачное направление. Скорее всего, будет запускаться 2 транспортных средства в каком-то определенном расписании. Поэтому неудобств, я думаю, никто особо и не заметит. Объем перевозок руководство САТП обещает оставить прежним, поэтому трудностей у садоводов возникнуть не должно. Кстати, в ближайшее время Сыктывкарская АТП намерена закупить еще 20 нефазов. Они удобны, безопасны и экологичны. Так что путешествие до дач для жителей столицы станет еще и комфортным. Анастасия Тюрнина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.